находимся у самого старинного памятника Амги. Постройка 1898 года изначально была земской больницей. После здесь располагался тубдиспансер. И именно здесь, на территории ныне музейного комплекса, проходили исторические военные действия. В последние годы в этих домах располагается музей истории гражданской и Великой Отечественной войн. Полы пришли к непригодности, работники забили тревогу. Срочно потребовался ремонт, ибо сохранить исторический памятник необходимо. К сожалению, как видите, наши дома находятся в этом состоянии. Администрация планирует сделать неэтапный вариант. Вот, объявили тендер. Скоро, наверное, уже после игр начнется ремонт. В истории гражданской войны в Якутии территория Амги известна нам как место кровопролитных сражений. И эта постройка – свидетель военной истории. Красные войска обошли вот по той стороне речки. И вот с той стороны, где вот там открытое место, они атаковали Амгу. И вот здесь на пороге вот этой больницы был убит Иван Жандых, двоюродный брат Байкалова. На территории больницы был также ранен герой гражданской войны Кеша Алексеев. В 1921-23 годы он являлся рядовым бойцом, затем политруком и командиром национальной роты частей особого назначения. 21 мая 1922 года участвовал в Кильдямском бою. За отвагу при штурме Амги в марте 23-го награжден орденом Красного Знамени. Фаворитами соревнований по мини-футболу традиционно считаются промышленные районы. Но действующие чемпионы республики алданцы в борьбе за 11 место проиграли сборной Алекминска в серии пенальти. Следующая игра прошла между командами Мирнинского и Аймиконского районов. Соревнования по мини-футболу на играх преподнесли немало сюрпризов. Темные лошадки турнира показали очень хорошие результаты и не дали фаворитам пройти в финальную часть. Одна из лучших сборных республики, команда Мирнинского района, борется за 9 место. В начале матча мирницы активно атаковали и закончили первый тайм со счетом 2-1 в свою пользу. Во втором тайме аймиконским футболистам удалось не только сравнять счет, но и вырваться вперед. И лишь в конце матча команда Мирного забила гол и установила счет 4-4. Сегодняшняя игра была очень такая, она насыщенная, напряженная. Мы играли, как выкладывались, как на все игры готовились. Вот. Соперник был достойный, мы им очень благодарны за игру. Ну, видели все по счету, что 4-4 сыграли. Пенальти – это лотерея. Кому-то повезло, кому-то не повезло. Также неожиданным поворотом этих соревнований стало поражение сборной Нерюнгринского района в игре за выход в полуфинал. Спортсмены из Оленёкского района проявили все свое упорство и буквально вырвали победу. Эти соревнования показали, что у нас в республике сделал большой прогресс мини-футбол. Все игры прошли в упорной борьбе. До последних минут мы не могли определить, кто победит. Значит, мы правильно проводим республиканские соревнования. В полуфинале оленёкские футболисты встретились с еще одним фаворитом игр, командой Якутска. Но на этот раз потерпели поражение. Еще одна полуфинальная игра состоялась между командами Мегино-Кангаласского и Ленского районов. Сильнее оказались мегинцы. Таким образом, за золото 7-х игр народов Якутии будут бороться футболисты из Якутска и Мегино-Кангаласского улуса. Просто неимоверный гул стоит в многофункциональном спортивном зале села Петюнце. Прямо сейчас разыгрываются основные путевки в финал по волейболу сидя, как среди женщин, так и среди мужчин. Справа от меня женская команда Амгинского улуса против команды из Верхневилюйского, а слева мужчины, чурапчинцы против хозяев игр амгинцев. Что могло быть причиной? Родные стены, слаженная командная работа, хорошая физподготовка или все это в совокупности? Но в обоих матчах победу одержали хозяева игр. Женской амгинской команде по волейболу сидя в финале предстоит встретиться с очень сильными соперницами из Намского улуса. Матч обещает быть напряженным. Мужчины-амгинцы поборются за главное место на пьедестале со своими соседями из Мегино-Кангаласского улуса. Сейчас мы настроили только победу на родном земле. Ага. Тяжело ли вам далась эта путевка в финал? Конечно, тяжело. Это 2 года мы усиленно тренировались, не зря. Ну, все соревнования прошли в очень высоком уровне, да. И мы никаких травм не было, замен не было, поэтому все хорошо идет. Претендентами на бронзовую медаль соревнований по волейболу сидя среди мужчин являются команды из Чурапчинского и Сунтарского улусов. Среди женщин – команды из Верхневилюйского и Мегино-Кангаласского улусов.
Очень хорошо проходят эти соревнования, не хуже, чем классический волейбол. Обычные игры тоже насыщенные, очень интересные. Кто войдет в историю игр народов Якутии как первые обладатели золотой, серебряной и бронзовой медалей по волейболу сидя, станет известно совсем скоро. В мужском финале из блочного лука шла принципиальная борьба двух международников. Кто победит? Представитель бурятской школы стрельбы или якутской? И в полуфинале встретился вот с Захаровым Семеном, Мегина Хангаласского. Вот. Он заставил меня попотеть. На 2 очка, в последней серии. Вот. Одно очко отыграл. Мастер спорта Михаил Симушин уверенно внес в свою копилку золото игр народов Якутии. Теперь же он стремится к следующим высотам и даже заключил сам с собой пари. Бороду я отрастил зимой. Сказал, что сбрею только когда выполню мастер спорта международного класса. Что интересно, в финал блочников пробилась Надежда Мурзина, которая тренируется этим видом спорта всего ничего с 2016 года. Все волнительно очень было. Я вчера, если честно, не очень хорошо стреляла. Среди классиков шла равная борьба между двух опытных лучниц. Исход спарринга решили 5 серий. Ветер, да, был чутка сзади и слева, тоже с прицелом путаешься, но в принципе можно справиться. По итогам 2 соревновательных дней в общем зачете победу одержала команда Хангаласского улуса. К этому стремились, к этому работали годами. И вот сегодня очень, можно сказать, удачный день у нас был. Не зря спортсмены Хангаласского улуса кормили вот этого кота, который обитает здесь на ипподроме. По их мнению, их удаче именно сопутствовал вот этот Матвей, которого они сегодня и прозвали. Лучники уже нацеливают свои стрелы в сторону Усть-Алдана. Через 3 года спортивные игры пройдут на родине Бертхара. Наши герои патрулируют территорию, чтобы незамедлительно подойти к людям, которым нужна помощь. Обе героини – профессионалы своего дела, поэтому именно их выбрали на этот пост. Здесь пациентов консультируют и оказывают всю необходимую помощь. Мы проводим первую помощь. Это аускультация, измеряем АД, пульс, сатурацию. Потом передаем по рации, если нужна помощь, зовем свою бригаду для транспортировки. Но территория их работы простирается и далеко за пределы одного стадиона. Основное место работы фельдшеров-велосипедистов – это стадион Амма-Олимп, ведь здесь собирается наибольшее количество людей. Помимо соревнований, которые здесь проводятся, здесь также проходят церемонии открытия и закрытия 7-х спортивных игр народов Якутии. За все время игр к медикам поступило около 160 обращений. Медицинские пункты работают на каждом спортивном объекте игр. Здесь круглосуточно работает 196 медицинских работников. По периметру стадиона следим, чтобы травм не было. При поступлении вызова самая дальняя точка Битюнь, 12 километров. Это первый подобный опыт, и он хорошо себя показал. Местные специалисты намерены и дальше развивать подобное направление. Самая напряженная ситуация у нас сейчас, как обычно, эти спортивные мероприятия происходят во время состязаний в баталиях. В основном обращения у нас происходят именно по травмам, именно спортивные. Население не очень обращается, и погода у нас сегодня прохладно в эти дни, поэтому таких массовых обращений нету, к счастью. Но обслуживание идет по мере, по необходимости. Сегодня на борцовской арене Амги важнейший день. Сегодня разыгрывались путевки за право выйти в финал и полуфинал, так что настрой у вольников весьма серьезный. Особый интерес, безусловно, был на мужских схватках. Борьба шла на 2 коврах. Вольники не подвели ожидания болельщиков. На ответственных встречах особо блистали спортсмены из Чорапчи, Вилюйска, Тампонского улуса и города Якутска. В четвертьфинале свой шанс продвинуться дальше и побороться за право выйти в финал не упустил Николай Николаев из Вилюйска. Спортсмен за последние годы упор делал на национальную борьбу, то есть хапсагай, но и на вольной борьбе Николаев идет весьма неплохо. Вольной борьбой я не занимался более 10 лет, так как хапсагай у меня был в приоритете, поэтому было трудно. Сейчас я только начинаю чувствовать борьбу.
Параллельно с четвертьфиналом проходили полуфинальные схватки. Всего по 6 весовым категориям. В весовой категории до 80 килограммов. Хорошее впечатление оставил тампонский борец Олег Чернов. Спортсмен уверенно одолел своего соперника из Среднеколымского района. Соперник знакомый. Давно с ним борюсь уже. Неудобный очень. Физически очень сильный. Но на этих играх удача была на моей стороне. Решающие финальные схватки начнутся уже сегодня, так что перед спортсменами стоит большая ответственность, так как их победа или поражение будет прямо влиять на общекомандный итог Якутской Олимпиады. А между тем, на 7-х спортивных играх народов Якутии проводятся соревнования по фитнес-аэробике. Как и в бильярде и спортинге, эти состязания проводятся вне зачета. Всего по аэробике в Амге приняло участие 12 команд в категории юниоры и 12 сборных из взрослой группы. Когда мы говорим об аэробике, мы сразу представляем себе фигуристую женщину, которая с голливудской улыбкой красиво взмахивает ногой. А мужчину представить в аэробичном зале просто невозможно. Это не мужское дело, воскликните вы и будете неправы. Во всяком случае, так думают мои собеседники. Ребята, скажите, мужчина в аэробике – это нонсенс или все-таки нет? Нет, наверное. Мы уже участвуем. 3-й год у нас в районе Мегано-Кангаласском там проводится эстафета культуры и спорта. Там как отдельный вид. Вот есть аэробика, фитнес. Судьи по технике и судьи по артистичности смотрят на общую физическую подготовку спортсменов. Есть критерии: высокие прыжки, партер, касание, высокие махи. На артистичность смотрят синхронность, сложно координированные движения рук и ног и, в целом общую сложность программы. Удивительно, но болельщиков аэробика собрала в этот день гораздо больше, чем полуфинальные схватки по вольной борьбе. К слову, в ходе прошлых игр в Намском Улусе среди юниоров 2-е место одержала команда из Якутска, а нынче девочки настроены только на победу. В прошлый раз были сильными соперниками Чурапча, потому что у них школа, соответственно, есть физическая культура и спорта. А сейчас выросли очень горный, Нюрбинский район и, наверное, Чурапча осталась. Сильная команда. Спортсмены за один день на стадионе Амга-Олимп показали красочное шоу и определили чемпионов. И во взрослой группе, и среди юниоров. Золото досталось сборным командам из Якутска. Амга встречает Россию! Выиграем Минские игры. Выиграй Амгинские игры. Выиграй Амгинские игры.